Египетские пирамиды. Первое из 7 чудес света. Горы камня, возведенные на горах камня. Общий объем самой грандиозной из них, пирамиды Хеопса, около 2,5 миллионов кубических метров. Фантастическая цифра. А это Дербент. Знаете ли вы, что в укрепление Дербентской крепости вложено более 2 миллионов кубических метров каменной кладки? Но если строительство египетских пирамид предназначалось фараонами только для собственного возвеличивания и было бессмыслицей, то строительство Дербентской крепости было исключительно целесообразным и служило не только усилению безопасности жителей, но и охраняло от вторжения кочевников Кавказ и весь Ближний Восток. Это ли не истинное чудо света? Как и многие поколения наших предков, мы в изумлении застываем перед взметнувшимися ввысь громадами стен, с немым благоговением прикасаемся к бесчисленным боевым шрамам на древних камнях. Дербентские укрепления возникли на берегу Каспийского моря, там, где Кавказские горы ближе всего подходят к берегу, образуя узкий 3-километровый проход. Мощная, неприступная цитадель Нарын-Кала занимает вершину высокого холма. Это была резиденция правителя города, административный, военно-политический и культурный центр. Отсюда в обе стороны хорошо просматривается прибрежная полоса. Издревле разные народы называли эту крепость множеством разных имен. Но во все времена на языке всех народов они означали суть самой крепости. Узел, запор, Каспийские ворота, ворота ворот. До наших дней дошло персидское название Дарбент, запор ворот. К северной и южной частям цитадели примыкают 2 параллельные крепостные стены. Раньше они полностью перекрывали прибрежную полосу. Расстояние между стенами вверху у цитадели 350, а в нижней части города 450 метров. Северная стена города, более мощная, сохранилась почти полностью. На нее ложилась основная тяжесть защиты прохода от кочевников. Ворота в северной стене
назывались Кырхляр-Копы, так как выходили они в сторону священного кладбища Кырхляра 40 мучеников. Это были одни из самых древних и главных ворот в торговом и военном отношении. Северная стена включала в себя 46 мощных башен. Длина стены 3650 метров. Толщина доходила до 3,5, высота до 20-25 метров. На востоке крепостные стены уходили в море, препятствуя обходу крепости по мелководью и образуя гавань, в которую, как описывал древний автор, вход сделан узким и извилистым, а в устье порта протянута цепь, так что не может судно ни выйти, ни войти, иначе как с разрешения. Южная стена сохранилась лишь частично. Укреплена она была слабее, чем северная, и башен было встроено в нее значительно меньше. Построена она была несколько позднее, чем северная стена и цитадель. Длина южной стены 3500 метров. Ворота Баят-Копы. Ворота Орта-Копы. Дербентские крепостные ворота имели не только оборонительное значение, но и являлись украшением города, всем своим архитектурным обликом, подчеркивая его могущество и богатство. Ворота Дубары-Копы. К западу от цитадели в горы более чем на 40 километров тянулась стена, укрепленная фортами в наиболее стратегически важных местах. Горная стена препятствовала обходу крепости по перевалам и долинам. Дербентские стены состоят из наружной облицовки и внутренней забутовки на очень крепком известковом растворе. Наружная облицовка сложена из плоских, хорошо обработанных и подогнанных плит. Такая конструкция, кроме исключительной прочности, производила впечатление особой парадности и монументальной незыблемости сооружений. Все это, несомненно, воздействовало на психику кочевников, создавая впечатление полной неприступности, подавляя волю. В цитадель ведут ворота Нарын-Кала-Копы. Руины ханского дворца. Руины бани. Казалось, все было ясно в истории Дербента. В историческую литературу он вошел как крупнейший памятник
сасанидского строительства на Кавказе, своим началом восходя к VI веку нашей эры. Но многочисленные легенды, отрывочные, косвенные сведения древних авторов о глубокой древности возникновения города будоражили воображение ученых. В 1970 году в районе Дербентской крепости строители начали пробивать туннель. Земляные работы вскрыли многочисленный археологический материал, и в 1971 году в Дербентской крепости Институтом истории, языка и литературы имени Гамзата Цадасы было положено начало широких археологических раскопок. Возглавил их археолог Александр Абакарович Кудрявцев, ныне доктор исторических наук. Еще в 30-е годы у северной стены был обнаружен глинобитный вал. Раскопки, произведенные Кудрявцевым, показали, что это мощная стена, сложенная из сырцового кирпича. Ее ширина 8 метров, следовательно, ее высота составляла от 8 до 16 метров. Подобно каменным стенам, она сплошь перекрывала проход и тянулась от моря до вершины Дербентского холма, где находилась цитадель, также возведенная из сырцового кирпича. Возникновение этих стен датируется началом V века. Это наиболее ранняя из всех известных сасанидских стен в Закавказье. Дальнейшие раскопки в Дербенте позволили сделать сенсационное открытие. Оказалось, что на Дербентском холме, под слоями средневекового города и мощными сасанидскими стенами, погребен большой опорный пункт, появившийся здесь за 1000 лет до проникновения в проход сасанидского Ирана. Древние стены шириной до 7 метров были сложены из грубо обработанного местного камня. Поселение и крепость занимали площадь около 15 гектаров. Позже планировка древней крепости была почти полностью повторена сасанидской цитаделью. Раскопки в районе цитадели показали внушительную многослойность памятника, выявили сложную стратиграфию и огромную глубину его культурных напластований, достигающих 10-метровой толщины. Самым древним является предскифский слой, датируемый IX-VIII веками до нашей эры. С возникновением Дербента как опорного пункта и крепости оказались связанными раннескифские и позднескифские слои, начиная с рубежа VIII века до нашей эры. Это и можно считать началом истории Дербента как города-крепости. Сосуды и зернотерки IX-VIII веков до нашей эры, предскифское время. Наконечники скифских стрел, копий и керамика VIII, VII, VI веков до нашей эры. Массовая керамика и другие археологические материалы, полученные из древнейших слоев, имеют несомненное сходство с подобными изделиями из многих районов Дагестана.
Все это убедительно свидетельствует, что первыми строителями и защитниками Дербента были местные дагестанские племена, связанные с остальными районами Дагестана едиными экономическими и этнокультурными традициями. Так были развеяны легенды о великих чужестранцах, якобы основавших этот знаменитый город-крепость. Археологические материалы дают основания сделать вывод и о вхождении Дербента в состав Кавказской Албании в период от II века до нашей эры и до VII века нашей эры. Многочисленная импортная и разнообразная местная керамика, украшения и другие находки свидетельствуют об обширных торговых связях и высоком уровне ремесленного производства в древнем Дербенте. Значительные прослойки угля, внушительные зольники, следы бесчисленных набегов, разрушений и пожаров рассказывают о нелегкой судьбе города Замка, стоявшего на важном стратегическом пути и на известной торговой трассе мира. Город оказался неподвластным ни векам, ни завоевателям. Временные запустения сменялись последующими возрождениями, и уже в период Средневековья Дербент превратился в крупнейший феодальный город Кавказа. На протяжении почти 28 веков, несмотря на разрушения и пожары, не прекращалась жизнь на Дербентском холме. Судьба этого города необычна и удивительна. Возникнув в глубокой древности, он просуществовал до наших дней, сохранив свой древний облик, свое название, свою самобытную культуру, превратившись ныне в современный цветущий город. Вы, громоздившие грозные стены в час ожидания недобрых гостей, внукам своим передали нетленной твердость свою и своих крепостей. В жилах моих ваша кровь не остынет, в добрый мой час и в недобрый мой час дует в лицо мне и в спину поныне ветер ущелий, прославивший вас.